Июнь 41-го. В советских школах прошли выпускные вечера. Тысячи молодых людей, взволнованные новым этапом жизни, мечтают о светлом будущем. Многие из них уже выбрали любимое дело, профессии по душе. Все меняется в один миг. Враги нападают без объявления войны, а Родина зовет защитников. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Студенту первого курса Николаю Белову 21. Он уже отслужил в армии, а в детстве застал и чеченскую кампанию. Потому о войне и о военном деле молодой человек знает не понаслышке. Во время репетиции этих номеров Николай помогал своим однокурсникам вжиться в свои роли. Для них это было в новинку, и как консультанта меня позвали наши преподаватели подсказать, как что лучше сделать. И я их учил, как идти правильно строевым шагом, выполнять различные команды. В номерах есть все военные краски. Горечь отступлений в первые месяцы боев, рассказы о боевых подвигах летчиков, танкистов и моряков. И песни хрупких и одновременно невероятно сильных медицинских сестер и не по годам храбрых солдат. Все выступления исключительно в живом исполнении, потому что не принято фальшивить о трагедии в масштабах страны. Акция военно-патриотическая. Преподаватели решили, уж лучше один раз увидеть, а лучше прожить короткую жизнь своих героев на сцене. Студентам не случайно дают роли именно молодых людей. Сидящим в зале легче понять чувства и переживания своих сверстников. А главные героини вечера, сестры Яндиевы, которые играют почтальона и медсестру, уверены, женщины 40-х внесли свой весомый вклад в победу страны. Конечно, не хочется войны, но если бы она и была бы, то я надеюсь, что я смогла бы лечить, помогать. Готовились долго, но результат того стоил. В этом зале вряд ли найдутся те, кто не проникся трагедией Великой Отечественной. Ничто не забыто, и мы должны всегда помнить о тех ветеранах, которые отдали жизнь, чтобы жили мы, чтобы жили наши потомки. Именно этому празднику мы готовимся с гордостью, с любовью. Не хотим забывать историю тех жестоких боев. На сцене, как и в жизни, наступает счастливый конец. 1945-й. Война заканчивается. Победа за советским солдатом. Основатель колледжа с особой гордостью подчеркивает, наряду со всеми в тех сражениях родину отважно защищали ингуши. Когда Гитлер шел в 1942 году в сентябре, он дошел до нашего Малгобека. Малгобека только маленькая уличка была там. Не города маленький, все-таки как бы село. Его остановили там. Остановили как? Не просто на один день, на два, на 5. Остановили, держали на целых 5 месяцев. И не пропускали, ни одного шагу не дали ходу. Почему не дали? Потому что весь ингушский народ стал на защиту своей земли, своей родины. Большой и малой. Подобные военно-патриотические встречи в школах и вузах страны будут проходить ежедневно, вплоть до 9 мая. Ведь герои живы, пока о них помнят. Зарема Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24.